Вы смотрите новости на Кырмыскалы ТВ, в студии Альбина Насырова. Здравствуйте. О самом главном за эти 7 дней. Презентация книги памяти «По дорогам войны шли мои земляки». Страна талантов. Гала-концерт районного конкурса детских театральных коллективов «Театр и дети». Праздник, который подарил жителям села Сихонкино весеннее настроение. Репетиция ЕГЭ. В районе прошли пробные экзамены для родителей. Перспективы импортозамещения в области сельского хозяйства. В селе Бекетово прошла презентация книги Валерия Макарова и Елены Маркеловой «По дорогам войны шли мои земляки». В издании собраны сведения о жителях села, участниках Великой Отечественной войны. Книга «Память о воинах Великой Отечественной войны», о беззаветном героизме наших земляков, о подвигах, совершенных ими во имя Родины. В издании использованы архивные материалы и воспоминания ветеранов, материалы сайтов «Подвиг» и «Память народа». Материал для книги собирал учитель истории и краевед Валерий Макаров, а продолжила его дело дочь Елена Маркелова. Идея вообще создания книги пришла отцу, когда он 20 лет стоял возле нашего обелиска, в селе Бекетово, и увидел, что данные на обелиске неполные. Там было 197 фамилий. И он решил дополнить пробелы истории по селу Бекетово и начал собирать материалы по ветеранам села. Мы нашли, что из села Бекетово ушли на фронт 410 человек. Из них героически погибло на полях сражений 270 человек. 140 человек вернулись в село Бекетово с победой. Отец более 20 лет собирал воспоминания ветеранов, ездил в архив, Центральный государственный архив города Уфы. Там он нашел недостающую информацию по ветеранам. В книге размещены копии наградных листов, приказов, карточек и справок. По ним можно проследить фронтовой путь того или иного бойца. Вот, например, уроженец Бекетова Петр Матвеевич Симонов 26 марта 1942 года был зачислен повозочным по перевозке боеприпасов и военного имущества. С первых дней ему прикрепили пару коней, на которых он от Башкирии выехал до Тамбова, а от Тамбова до города Ляпшуц. На этом длинном пути неоднократно подвергался бомбежке с воздуха во время налета вражеской авиации. Награжден медалью за боевые заслуги. Для собравшихся в Бекетовском сельском доме культуры был подготовлен небольшой концерт и прозвучали песни военных лет. После этого Елена Маркелова подарила всем желающим экземпляр книги, а многие даже просили подписать его. Большую помощь также в сборе материала оказали жители села Бекетово Яматина Клавдия Григорьевна и Серова Надежда Васильевна. В редактировании данной книги помогла секретарь-референт племенного хозяйства Артемида Высотина Лариса Геннадьевна. Также мы хотим сказать огромное, большое спасибо от жителей села Бекетово директору племенного хозяйства Артемида Пожидаеву Евгению Викторовичу за его финансовую помощь в издании данной книги. Время неумолимо. Ветераны уходят от нас. Многих уже нет в живых, но воспоминания о них мы должны бережно сохранить. Ведь благодаря им без войны выросло новое поколение. Имя каждого из тех, кто защищал Родину, кто умирал на своей или чужой земле, должно быть известно потомкам. Ведь на полях сражений полегло немало наших земляков. Их нет с нами, но жива память о них. Алло, мы ищем таланты или конкурс детских театральных коллективов «Театр и дети», который состоялся накануне в районном дворце культуры, о маленьких актерах с большими перспективами в нашем следующем сюжете. Какое чудо оказаться в сказке с героями оживших вдруг легенд. Нас удивляют их костюмы, маски, захватывает действие момент. Именно этими стихотворными строками хочется описать все волшебство театрального искусства. Ведь сами того не замечая, мы вместе с актерами переносимся на театральную сцену, становимся как бы ее участниками, а далее вместе переживаем, искренне смеемся, восхищаемся и удивляемся. Садись, Дуняша, я тебя отвезу. Творческий конкурс, который второй год знакомит нас с яркой, многообразной палитрой спектаклей. Проводится он с целью поддержки и развития детских театральных коллективов района, а также дальнейшего развития любительского театрального искусства.
В этом году в итоговом конкурсе приняло участие 10 детских коллективов района. Юные артисты сыграли спектакли на башкирском, татарском и русских языках. Участники представили отрывки из спектаклей, пьес, инсценировки, вокально-театрализованные миниатюры и театральные зарисовки, а также разнообразие театральных жанров – драматические, музыкальные, кукольные и литературные спектакли. В их исполнении зрители увидели спектакли военно-патриотического характера, театральные миниатюры и отрывки по мотивам всем известных сказок. А каждый сюжет, представленный нашими участниками, обязательно был поддержан громкими аплодисментами. По итогам всех просмотренных конкурсных программ жюри определило победителей. Лучшему детскому татарскому театральному коллективу «Мирас» школы деревни Сахаева, руководителями которых являются Резида Адиатуллин и Залифа Садыкова, присвоено звание гран-при. Поначалу было трудно. Мы думали, что у нас не получится, а когда мы начали это учить, репетировали, нам было легко, у нас все получилось. Было очень легко, в роль было вжиться тоже легко. Слова у меня были тоже легкие. Сначала надо было представить себе картину войны, а вот потом у нас получилось вжиться в роль. В прекрасный мартовский весенний день в село Сихонкино в рамках республиканского конкурса «Трезвое село» прошел праздник «Весеннее настроение». Солнечный весенний день собрал жителей села Сихонкино и не только на праздничные мероприятия. Перед сельским домом культуры в этот, казалось бы, обычный будний мартовский день развернулись нешуточные гуляния. Для сельчан была подготовлена насыщенная, яркая культурная программа с песнями, плясками и викторинами. Талантливые коллективы художественной самодеятельности местного дома культуры и деревни Кабаково сумели воссоздать атмосферу настоящего праздника весны. Мелодии знакомых песен, звучавшие со сцены, подхватывали зрители, напевали и зажигательно танцевали. А колоритные национальные костюмы только добавляли ярких красок в такое теплое мероприятие. Ну а самых маленьких участников можно было без преувеличения назвать главными героями этого праздника, ведь именно они создавали такое особое настроение на площадке. Праздник в очередной раз объединил всех, от мала до велика, а также продемонстрировал отличительную особенность жителей этого села – преемственность поколений. Ведь именно единение народа является символом исторических традиций, связей времен и поколений. Вот такие они, сихонкинцы – дружные, гостеприимные и очень открытые. Все нам понравилось, все хорошо организовано, люди все веселые, все деревни, все кабаковские, все это помогли все организовать. Спасибо всем организаторам. Побольше таких праздников, мы расслабились, очень хорошо. Спасибо главе нашему, мы очень довольны, такой у нас руководитель Аюпов Руслан Фанисович, благодаря ему все мероприятия. И да, какой же праздник без угощений. Всех собравшихся угощали настоящим самаркандским пловом, горячим чаем и только что испеченными блинами. А кульминацией праздника стало катание на санях, запряженными резвой лошадкой. Несмотря на то, что зима пока не спешит сдаваться, весна близко, и уже совсем скоро она точно подарит свое тепло и отличное весеннее настроение. Ведь именно под таким символичным названием прошло это мероприятие. В Кармаскалах за школьные парты сели родители будущих выпускников. Взрослые решили на себе проверить, каково это сдавать экзамены, и написали пробные по математике. Атмосфера была максимально приближена к настоящему экзамену. Родители кармаскалинских выпускников сдали пробный единый государственный экзамен в рамках регионального этапа всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Цель акции – психологическая подготовка и повышение информированности родителей выпускников. В ней приняли участие 16 родителей 11-классников и 25 родителей выпускников 9 класса. Родители выпускников узнали об особенностях проведения экзамена и прошли всю процедуру, приближенную к реальной. А сами задания были аналогичны тем, которые будут предложены выпускникам на ЕГЭ в 2022 году. В этом году родители писали сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. Начальник молочно-товарного комплекса Ляхова, общество с ограниченной ответственностью племенного хозяйства Артемида Павел Пожидаев рассказал нам, как хозяйство работает в условиях санкций.
Хозяйство специализируется на голштинской породе крупного рогатого скота. На сегодняшний день поголовье составляет 2300 голов, из них дойного 888. Доится 32-33 литра в сутки на голову. Предприятие увеличивает свое стадо путем осеменения селок и коров с сексированным семенем. Семя закупают замороженное, оно североамериканское. Компания, с которой она работает, построила свой бычатник в Калининграде. Но калининградское производство не привязано к курсу доллара, поэтому цена на семя не повысится и поставки семени не прекратятся, заверяет руководитель предприятия. Закупки тоже планируем у нас покупать наши башкирские. Думаю, что выживем, проблем не будет. А сейчас, пока у нас приходит тепло, и это все, думаю, будет нормально и восстановимся. Думаю, не пострадает у нас производство, то, что прошли эти санкции. Что же касается кормов, то племенное хозяйство Артемида самостоятельно обеспечивает себе кормовую базу, выращивает все необходимые культуры. А вот одну из добавок придется замещать. Аргентинский соевый шрот заменит на мясо костную муку, которую производят в Татарстане. Также отошли от европейских жировых добавок, которые даются животным зимой. Но на состав молока это не повлияет. Молочно-товарный комплекс Ляхова активно строится. В прошлом году был возведен тентовый коровник, рассчитанный на 260 голов. Сейчас здесь размещены стельные коровы. Помещение светлое, в нем установлен климат-контроль. Летом, когда температура в коровнике превышает 20 градусов, автоматически включаются вентиляторы. Это уменьшает тепловой стресс. Животные хорошо себя чувствуют и дают стабильный удой. Сейчас на ферме начато строительство телятника на 400 голов. Молочно-товарный комплекс продолжает функционировать в прежнем режиме. При этом за период действия санкций в молочной отрасли удалось значительно снизить зависимость от импортной продукции, обеспечив устойчивое развитие собственного производства. Это были самые актуальные новости. Кырмыскалы ТВ предоставляет информацию о наиболее значимых событиях в нашем районе. Подписывайтесь на официальное сообщество телеканала в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе происходящего. Смотрите нас на телеканале «Салям» каждую пятницу и воскресенье.